Вот если вы пройдетесь по Киеву, вы увидите пустующие земли или парковки какие-то. На самом деле это скрытый, зарытый капитал, не работающий. Госучреждения бесплатно используют муниципальные земли. Массово. И никто это не считает. Это скрытые деньги. Эти госкомпании, которые не приносят никакого дохода, прожирают деньги, еще и бесплатно стоят на нашей городской земле. Я житель Киева, гражданин Киева. Почему они здесь стоят? Почему это вообще убыточная компания? Как муниципальная, так и государственная. И это по всей стране, это огромные территории. И вопрос, например, с которого начинали, это державно-приватное партнерство. Да? Я предпочитаю другое сочетание, приватно-публичное партнерство, которое предусматривает не просто государство, а еще и муниципальное публичное партнерство. Когда муниципальные активы начинают работать, отдаются бизнесу. Небольшая история. Киев до 1929 года был свободным городом. До Октябрьского переворота 17 года царь ни копейки не брал из города, ни копейки не брал. Все оставалось в городе. И во всех городах, в которых существовало магдебургское право, города сами генерили доход, горожане голосовали, определяли, кому какая земля относится. То есть это были как прототипы городов-корпораций, что сегодня представляет себя город Стокгольм, когда каждый гражданин Стокгольма имеет акции коммунальных предприятий, неотъемлемые акции. И Стокгольм, кстати, во время кризиса 2008-2009 года стал самой крупной финансовой корпорацией Европы, скупая активы по всей Европе. Это просто город. Это приватно-публичное партнерство. Большевики, когда пришли к власти, что они сделали? Они сразу ресурсы городов начали забирать на себя. И у нас по-прежнему работает совок везде. Мы до сих пор, как Алиса в Зазеркалье, не вышли из этого Зазеркалья в нормальный мир. Чтобы выйти в нормальный мир, нам нужно понять, куда мы движемся, куда Алиса бежала. Она бежала в сторону, чтобы выскочить. А вот во времена неопределенности нам нужно понимать, куда хоть мы движемся. Не делать вот эти непонятные шаги и урывчатые какие-то решения. Например, урывчатые решения. Разговариваем с Минфином, мы говорим, снижайте налоги. Минфин говорит, мы не можем найти компенсаторов, за счет чего же мы поднимем? Я спрашиваю, а вы активы собираетесь продавать? Не имущество, а активы. В концессию сдавать, продавать. Государство не должно заниматься бизнесом и сервисом, этими должны заниматься частные компании. Каждый из нас, предпринимателей, готов за это дело взяться, и чиновники должны стать в роли предпринимателей. У них огромный опыт, пусть они идут на рынок. И компенсаторы нужно искать не там, где налог уменьшить или увеличить, а как уменьшить государственные расходы, передать это бизнесу. Тогда и налоги можно легко уменьшать. А когда на приватизацию выставляет одна группа компаний, госпредприятий, потом она резко сокращается, потому что кто-то еще хочет немножко порулить. Когда нет инвентаризации активов, не просто имущества, а активов, потому что нужно разделять. Актив, как есть ценность нематериальная, например, завод обладает высокой технологией, но при этом убитые корпуса. Так нужно отделить технологии в отдельную институцию, и вы, может быть, лицензии продавать, а этот завод просто продать, как ненужный, который купит какой-то хай-тек-центр себе. Да. То есть здесь вопрос в том, что это же комплексный подход. Должно быть стратегирование. Но проблема стратегирования и госструктур очень сложная. Почему? Чиновники имеют конфликт интереса. Они не могут отдать от себя управление, активы. Тогда они потеряют власть, они должны уйти со своей работы. Поэтому стратегированием должны заниматься совершенно другие институты. Есть так называемые стратегические форумы, куда входят в нормальных странах премьер, президент, конгрессмены могут входить, или же головы там комитетов каких-то, и там и какие-то министры, да? Но большая часть в стратегическом форуме занимают мощные аналитические центры и общественные организации, бизнес-объединения, гражданские объединения. Вот тогда это будет настоящая стратегия.